Больше 600 нарушений трудового законодательства выявила в прошлом году прокуратура Мирнинского района. Большинство из них связаны с выплатой заработной платы. Работодатели незаконно выдавали своим сотрудникам зарплату меньше прожиточного минимума. Тему продолжит Роман Муконин. Застать на рабочем месте сотрудников прокуратуры довольно сложно. Каждый день они проводят в выездных проверках или на заседании в судах. Жалобы от населения о защите своих прав поступают сюда постоянно. И самое большое их количество связано с нарушением трудового законодательства. Многие работодатели, особенно частные предприниматели, сознательно нарушают права людей, оплачивая их работу на уровне минимального размера оплаты труда по России в 6200 рублей. При этом умалчивая о том, что в Якутии этот размер в 2 раза больше. Ниже 6200 рублей платить нельзя. Это нарушение Трудового кодекса. В то же время есть еще одна статья, которая привязывает уровень зарплаты к минимальному размеру заработной платы в субъекте Российской Федерации. А на территории Республики Саха-Якутия минимальный размер заработной платы не может быть ниже установленного региональным соглашением размера. Я сейчас точную сумму, к сожалению, не назову, но по порядку она где-то 12 тысяч составляет в месяц. Вот, то есть меньше этой суммы платить нельзя. Поэтому, если ваша зарплата ниже 12 тысяч рублей, то смело можете обращаться в прокуратуру. Так, за 2015 год выявлено 671 нарушение трудового законодательства. Из этого числа зарегистрировано 562 факта невыплаты жалования, нарушения коллективного договора и другие случаи. Лидируют в списке, как правило, частные коммерческие компании. В прошлом году больше всего жалоб и заявлений поступало от работников таких предприятий, как Алроса ВГС, Ирелях-нефть и Жилкомсервис. Не так давно выявлено нарушение, когда отпуск разбивают, то есть оплату отпуска разбивают, то есть сначала выплачивают, работник, предположим, уходит в отпуск в ноябре, берет отпуск с 15 ноября по январь. Ему в ноябре выплачивают часть, в декабре выплачивают часть и в январе выплачивают часть. Хотя это не предусмотрено законодательством, это нарушение. То есть предоставили отпуск, полностью оплатили за 3 дня до его начала. Несколько лет назад в Мирном и Ленске были ликвидированы должности инспекторов по труду, что значительно увеличило нагрузку на прокуратуру. Работать стало труднее, но пока с поставленными задачами сотрудники справляются, призывая людей активно защищать свои права.